Совсем как в старину. В деревне Тушкасы Аликовского округа местные жители вместе с соседями устроили реконструкцию жатвы 30-х годов 20 века. Чтобы не отойти от достоверности, даже технику тех времен использовали. Раздобыть ее помог Чебоксарский музей трактора. Каким получилось возвращение к истокам, расскажет Наталья Егорова. В белых одеждах и со всеми украшениями, что есть в доме. Именно так при полном параде чуваши выходили на уборку урожая. Страда была самым трудным и изнурительным периодом в годовом цикле крестьянской жизни, но и самым важным. Пшеницу и рожь собирали вручную, жали созревшие колосья серпами. Выходили на работы всей деревни. Дети не отставали от взрослых. С малых лет молодежь приучали к труду. Есть еще в чувашских деревнях старожилы, которые вспоминают, насколько это было тяжело. Даже времени на отдых не оставалось. Мы хотим детей показать, как это раньше мы хлеб делали, как мы жатву делали, что такое хлеб. Сейчас ведь молодежь, дети не знают, вот решили им показать. Ритуалы сопровождали чувашей всю жизнь, поэтому весь процесс жатвы был связан с обрядами. Задабривали духов, чтобы послали хороший урожай. И сейчас кое-где в республике современники не изменяют традициям, сохраняют заветы предков. В 30-е годы 20 века, конечно, на подмогу крестьянам уже пришла техника. Этот старичок, хотя с виду и вполне бодрый, СТЗ-1530 Сталинградского тракторного завода 1930 года выпуска. Причем на ходу, в рабочем состоянии, конечно же, отреставрированный. Как же и без прицепного оборудования. Жатка-самосброска, так назывался этот агрегат. Тоже в возрасте 60-го года. Такие раритеты хранятся в музее трактора. Там их восстанавливают и наводят лоск. Его сотрудники и предоставили технику, и организовали реконструкцию в деревне. Это, конечно, все удалось благодаря фонду Владимира Потанина. У себя в музее создаем сейчас мини-цеха по реставрации тракторной техники. И, конечно же, в будущем мы еще будем снимать другие реконструкции. Негоже и без обеда нынче работать. Откуда иначе силы взять? Тут же в поле все и устроились на пикник. Еда вполне соответствовала духу того времени. Каша из пшена, яйца и овощи, выращенные на своих грядках. Перерыв недолгий. Тут же снова все дружно взялись за работу. Даже небольшая горсть срезанных стеблей – это целый ломоть хлеба. Можно сказать, сейчас жители современных чувашских деревень наработали на десятки краюх. Самостоятельно, как и их предки. Наталья Егорова, Николай Семенов. Вести Чувашия.